Диалог по Гагаузии. Пример европейских функциональных автономий. В процессе диалога между Кишиневым и Камратом изучается европейская практика функционирования территориальных автономий, в частности, Южный Тироль в Италии и Аландские острова в Финляндии – два примера эффективно функционирующих автономий, хотя у каждой из них своя история. Южный Тироль расположен в приграничной зоне в самой северной части Италии, на границе с Австрией и Швейцарией. Эта автономная территория была образована в результате множественных переговоров. Автономия установлена Конституционным законом 1972 года, а для реализации положений статута, установления диалога и поиска решений по различным проблемам создана постоянная комиссия, состоящая из представителей автономии и центральной власти в Риме. Расширенная автономия Южного Тироля предусматривает систему лингвистических квот, обеспечивающую пропорциональное разделение государственных должностей между немцами и итальянцами. Подобным образом языковым группам гарантируется образование на своем родном языке, включая говорящих на ладинском языке. Ситуация на Аландских островах, автономной и демилитаризованной провинции Финляндии, находилась в поле зрения Лиги наций. Примерно 6500 островов были частью королевства Швеция до 1809 года, когда Швеция уступила России Финляндию и Аландские острова. Позже, в 1917 году, Аландские острова стали яблоком раздора между Швецией и Финляндией. По итогам переговоров Аландские острова остались в составе Финляндии со своим парламентом, правительством и только одним официальным языком – шведским. Как опыт Аландских островов, так и опыт Южного Тироля показывают, что диалог, разграничение полномочий и поиск компромиссов жизненно важны для обеспечения функциональной автономии. Диалог по Гагаузии.